При виде этих гор турист захочет лишь на них взобраться, а ингуш увидит еще и природный, натуральный строительный материал. Так и предприниматель и меценат Микаил Гуцериев, помимо всего, увидел еще и возможность для устойчивого развития экономического потенциала республики. Собственно, поэтому и инвестировал в открытие карьера по добыче доломитового камня, который будет использоваться для реставрационных и строительных работ в рамках программы по восстановлению башенных комплексов Горной Ингушетии. Да, в республике много карьеров, десятки карьеров. Но этот важен тем, что камень, который будет здесь добываться, это будет большой камень. Он будет идти в первую очередь на восстановление наших башен, башенных комплексов. Также этот продукт будет идти для обучения учеников, которые открыли школу наследия. Также планируем запустить этот материал, камень, на ремонт и благоустройство кладбищ в горной части Ингушетии. Ну и, естественно, в других местах, где он будет необходим. Хотел бы сказать большое спасибо главе республики Махмуду Али Макшариповичу Калиматову, его команде, которые на протяжении всего пути нам помогали пройти все процедуры необходимые, чтобы мы получили разрешение и сегодня открыли этот карьер. Ну и, конечно, самый важный момент – это огромное спасибо президенту группы «Сафмар» Микаилу Саварбековичу Гуцериеву. Благодаря ему мы восстанавливаем башни, открыли школу, открываем сегодня карьер, делаем, ремонтируем, благоустраиваем кладбище, ну и еще много-много богоугодных дел, которые благодаря ему сегодня проводятся в республике. Ну и, естественно, спасибо всем, кто нам помогал и принимал участие открытие карьера, ну и в других делах, которые проводит сегодня благотворительный фонд «Сафмар» Возрождения в республике. На торжественной церемонии открытия сегодня отметили, что проект создания карьера по добыче камня был задуман и в полном объеме профинансирован президентом группы «Сафмар» Микаилом Гуцериевым. Поддержку в реализации проекта оказало правительство республики, лично глава региона Махмуд Али Калиматов. Производство собственного сырья для строительства позволит наполнить рынок стройматериалами по доступным ценам, создать новые рабочие места, обогатить регион специалистами по работе с горной породой, а самое главное – обеспечить благоприятными условиями экономическое пространство республики. Это еще одно вложение в инвестиции, это дополнительные рабочие места. Мы сегодня пополняем бюджет региона именно за счет таких проектов, которые реализуются в последние годы в нашей республике. И уже есть темп роста у нас и в промышленности, и в других сферах. Сегодня группа компаний «Сафмар» организовала открытие данного карьера. Коллектив данной организации будет здесь трудиться. Как было отмечено, здесь будет и вот отмечено на презентационных материалах добыча декоративного и строительного камня, который будет использоваться в строительной сфере, ну и в декоративной отделке наших объектов. Реализация этого проекта – результат эффективного взаимодействия бизнеса и власти. Показатель уверенного движения вперед и готовность инвестировать в экономику региона. Особые слова благодарности хотел выразить Микаилу Саварбековичу Гуцериеву за внимание к нашей республике, поддержку инициатив, направленных на ее развитие. Мы также благодарны компании ООО «ЛЭРТ» и всех, кто принял участие в подготовке и запуске производства. Запуск карьеры – это не только новые рабочие места, но и важный шаг к повышению инвестиционной привлекательности республики. Как отметил президент Российской Федерации, успешное развитие региона невозможно без создания современной производственной базы и привлечения инвестиций. Именно здесь закладывается основа для устойчивого роста экономики. В торжественной обстановке с перерезанием красной ленточки карьер Фуртовский-2 официально с сегодняшнего дня начинает функционировать во благо родной республики.
Карьер будет реализовывать камень подрядным организациям, работающим над восстановлением башенных комплексов, поставлять необходимое количество доломита для нужд школы каменщиков «Наследие», также финансируемой предпринимателем и меценатом Микаилом Гуцериевым. Наследие обучает ребят, наших ребят, ингушских, обработки камня, азам реставрации. Вот у нас проходят они курсы по обработке камня и по работе реставрационных работ. И вот сейчас благодаря вот этому карьеру мы взяли экспериментальные образцы, изготовили из них стену такую. Вот этот арочный проем, это оригинальная, на базе нашего оригинала, который стоят в некоторых жилых башнях. И вот соорудили вот такую стену, привезли ее сюда показать, чтобы и население республики могло увидеть, что можно сделать из нашего камня. Доломитизированный известняк – это осадочная горная порода, в которой основной породообразующий элемент кальцит частично замещен доломитом. Из характеристик следует выделить, пожалуй, самые главные, а это повышенная прочность и твердость, плотное кристаллическое строение и затрудненная размалываемость. Доломитовый известняк применяют в строительстве, в металлургии и в химической индустрии. И не зря наши предки выбрали именно этот материал основой строительства башен. Район Фуртокского участка доломитизированного известняка находится в зоне скалистого хребта, вытянутого в широтном направлении и разделенного двумя долинами. Месторождение сложено плотными, местами трещиноватыми, светло-серыми и темно-серыми известняками. Именно такой камень исторически использовался ингушами для строительства башенных комплексов в горной Ингушетии. Важно, что камень вполне может реализовываться и на коммерческих условиях заинтересованным частным клиентам и юрлицам. Эксплуатацию объекта на участке Фуртовский 2, расположенного на территории Джейрасского района Ингушетии, осуществляет фирма «Ларт». На участке площадью 9 гектаров запасы пригодного к добыче камня составляют почти 2 миллиона кубических метров. Мы, в принципе, начинаем процедуру промышленной добычи, так как мы уже получили основания для этого в виде лицензии на добычу данного камня. Конечно же, хотелось бы отметить то, что без поддержки и руководства Микаила Сафарбековича Гуцериева это бы всего не состоялось бы, конечно. Благодаря его, в принципе, спонсированию, в принципе, образовалась у нас и сама компания «Ларт». В дальнейшем у нас планируется получать из-за данного камня конечную продукцию. Будем производить фасадную плитку. Это типа аналога дагестанского камня, только наша плитка из нашего камня, она будет, конечно же, по качеству, по свойствам, по характеристикам намного раз превосходить. Который будет использоваться, в принципе, и на равнинной части Ингушетии, правильно? В основном, да. Не только, конечно, равнина, в любом месте ее можно будет использовать, а так, да, на равнинной части в основном, да, где можно будет делать цокольные этажи, обрабатывать. У нас будет производство цокольной плитки, производство фасадной плитки, брусчатки будем рассматривать вопрос. И самое главное, наверное, один из таких, скажем, мощных проектов, который можно будет потом рассмотреть, это будет производство и кирпича. Кирпич, который, в принципе, будет проходить по марке, начиная от 150 до заканчивая 350 марки. Здесь уже обустроен производственный городок. Для работ закуплена вся необходимая техника. Данный экскаватор — это у нас экскаватор Синмаш, 40-тонный экскаватор, на который, в принципе, смонтирована гидромолот, называемая, так скажем, установка, которая позволяет, в принципе, дробить твердую, мягкую и любую породу, в принципе. В принципе, производство данной техники Китай. Эта техника называется бульдозер, в принципе, да, тоже так скажем, бульдозер с отвалом и с клыком. Производство тоже Синмаш. Эксплуатационная масса тоже 40 тонн. В принципе, по ней много ничего не скажешь. Бульдозер как бульдозер. Ну, всего сколько единиц у нас? На данном этапе, с учетом наших объемов, у нас получается 4 единицы техники. Именно спецтехника имеется. И, конечно, у нас свой легковой транспорт. И техника закуплена при поддержке Микаила Гуцериева, да? Конечно.
Президент группы «Сафмар», предприниматель и меценат Микаил Гуцериев, комментируя открытие карьера по добыче доломитового камня, отметил и то, как важно, чтобы масштабная программа восстановления башенных комплексов Ингушетии вдохновляла людей беречь свою культуру, поддерживать традиции и гордиться тем, кем они являются. Я верю, что возрожденные башни станут символом устойчивости, мудрости и красоты, которыми всегда славился ингушский народ. Открытие карьера в Джарахском районе знаменует очередной важный этап программы, другими частями которой, кроме непосредственно восстановительных работ, являются в частности паспортизация объектов культурного наследия Горной Ингушетии и открытие школы каменщиков, где мы постепенно увеличиваем набор. Речь идет не просто о доломите как строительном материале, а о живой нити истории ингушского зодчества, соединяющей поколения. Камень, который будет здесь добываться, максимально приближен по составу и структуре к тому, из которого были возведены средневековые башенные комплексы Ингушетии. Это значит, что восстановление будет не только визуально достоверным, но и глубоким по сути. Мы воссоздаем не декорации, а настоящее прошлое. Это наш общий вклад в будущее, построенное на уважении к великому прошлому. Адам Мережков, Султан Булгучев, Магаз 24.